Здесь что будет? Ну, потолок подвинем сейчас. Потом покрасим его. А потом уже приступит к покраске стен. Отделочные работы в казанском лагере «Заречье» на этапе завершения. Корпус будет круглогодичным. Отходим от старых вот этих советских желтых, там бежевых стен стандартных, да, отходим от деревянных полов. Никаких отголосков советского детства. Все по-новому. Над проектом архитекторы работали совместно с дизайнерами. На капитальный ремонт выделено 73,5 миллиона рублей. Новые технологии требуют и новых подходов. Например, в этом здании раньше не было вентиляции и энергосберегающих систем. Сегодня, вот сейчас, например, во дворе ведутся работы. Здесь прокладывают траншею, чтобы уложить сюда новые электрические кабели. Трехлетняя программа реновации детских лагерей была утверждена в прошлом году президентом республики. Должны отремонтировать 94 объекта во всех 45 муниципальных образованиях. По итогам программы у нас нет никаких сомнений, что мы будем на этом этапе, наверное, к сожалению, пока единственным регионом, у которого будет такая инфраструктура. В этом году в детских лагерях отдохнут 218 672 ребенка. Наряду с традиционными профильными сменами, патриотическими, спортивными, творческими и IT появятся и новые семейно-психологические. Чтобы мы могли наших детей видеть в неформальной обстановке, увидеть, какие проблемы есть, поговорить с родителями, поговорить с психологами. Также будут реализованы новые программы, такие как лего-техника, робототехника. Также многие лагеря в этом году могут организовать не просто питание своей кухни, но также организовать готовое питание. Путевки в лагеря теперь можно будет купить в онлайне по системе букинга. В Татарстане запустили продажи в интернете. Пока она работает в пилотном режиме, в ней зарегистрированы всего 4 лагеря. Альбина Аслгараева, Андрей Сантальцев, ТНВ «Казань».